Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. На прошлой неделе состоялось заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Республики Абхазия под председательством министра иностранных дел Инала Арзанба при участии чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Абхазии Михаила Шургалина и чрезвычайного и полномочного посла Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олега Бацева. Как говорится в сообщении сайта МИД Абхазии, повестка заседания включала следующие вопросы: итоги визита делегации правительства Республики Абхазия в Республику Беларусь, ситуация на Ближнем Востоке, абхазо-палестинский диалог и назначение нового чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике и взаимодействие Республики Абхазия с международными организациями и агентствами ООН. В ходе встречи глава МИД Инал Арзанба проинформировал о том, что по итогам визита правительственной делегации в Республику Беларусь ведется межведомственный диалог министерств по различным направлениям: Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство здравоохранения, Министерство культуры, общественной безопасности по линии Министерства внутренних дел, в сфере спорта, отношения между столицами. Формируются абхазо-белорусские межведомственные планы действий. Министр иностранных дел подчеркнул, что поездка абхазской делегации в Беларусь состоялась несмотря на усиленное сопротивление грузинских дипломатов. Он отметил, что дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Грузией находятся на, цитата, понижательной траектории. Говоря об участии Республики Абхазия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве, глава МИД Абхазии подчеркнул, что взаимодействие с интеграционными объединениями ведется в соответствии со статьей 3 договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Идет взаимодействие с представителями Постоянного комитета союзного государства, а также с различными представителями секретариатов и структур СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Руководство Республики Абхазия считает, что по итогам специальной военной операции интеграционные процессы на постсоветском пространстве приобретут новые качества и формы. В связи с этим участники совещания отметили преждевременность каких-либо совещаний, посвященных обсуждению конкретных вопросов участия Республики Абхазия в интеграционных объединениях. Абхазия готова участвовать в таких объединениях исключительно на принципах суверенного равенства государств, отмечено в сообщении на сайте МИД Абхазии. Участники Общественного совета при МИД Республики Абхазия обсудили сложную военную, политическую и гуманитарную ситуацию, складывающуюся в зоне палестино-израильского конфликта. Глава МИД Абхазии Арзанба отметил, что ведется диалог со специальным представителем Палестины в России, чрезвычайным и полномочным послом Палестины в России. Министр отметил, что диалог касается в том числе перспективы установления дипломатических отношений. Участники Общественного совета обсудили перспективы развития отношений Республики Абхазия с Объединенными Арабскими Эмиратами, Ираном, Афганистаном, Йеменом и Ливаном. В ходе заседания Общественного совета при МИД Абхазии Инал Арзанба также подчеркнул, что министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал развитие деловых контактов между Абхазией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Участники Общественного совета при МИД Республики Абхазия обсудили актуальные аспекты деятельности международных неправительственных организаций и агентств ООН на территории Республики Абхазия. В ходе дискуссии обсуждались новые подходы к взаимодействию с вышеупомянутыми организациями. Участники заседания согласились с актуальностью разработки новых критериев к оценке деятельности в этой сфере. Министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Арзанба предоставил развернутую информацию о принципах деятельности USAID, Агентства США по международному развитию, центральный орган государственной власти на постсоветском пространстве, в частности на территории Абхазии. Министр указал на недопустимость расхождения заявленных целей и задач с реальной практической деятельностью международных структур. К другим новостям. Грузия получила положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении ей статуса кандидата в члены Евросоюза. После новости, озвученной представителями Еврокомиссии в Грузии, в полном соответствии с национальными особенностями устроили традиционное бурное шоу. Ленты грузинских информационных ресурсов пестрели поздравлениями, речами политиков и функционеров всех уровней, которые подчеркивали значимость события для Грузии. И власти, и их оппоненты из лагеря оппозиции соревновались
соревновались друг с другом, доказывая, кто из них больше сделал для получения этого статуса. Совершенно феерическое по набору пропагандистских штампов выступление прозвучало в исполнении президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая вечером того же дня произнесла эмоциональный спич на митинге в Тбилиси. В том числе она обращалась к так называемым жителям оккупированных территорий, видимо, имелись в виду Абхазия и Южная Осетия. Цитата: «Поздравляю, мои дорогие соотечественники, поздравляю вас, жители оккупированных территорий, потому что наше европейское будущее – это и ваше европейское будущее», заявила Зурабишвили. «Мы знаем, что это единственный путь сохранения нашей культуры, идентичности, нашей защищенности, мира и территориального объединения. Другой путь ведет к рабству и потере себя. Это наш ответ России, это наш ответ на оккупацию», заявила президент Грузии под овации собравшейся толпы и стоявших рядом западных дипломатов, включая представителей Евросоюза. Отметим, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС с выполнением 9 условий, включая следование внешней политики Евросоюза, следует из обнародованных в среду рекомендаций Еврокомиссии. Цитата: «Комиссия рекомендует Совету Евросоюза предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов», указано в документе. Об этом событии грузинский народ известила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сегодня Еврокомиссия рекомендовала, чтобы Совет ЕС начал переговоры о присоединении к Союзу Украины и Молдовы. Комиссия также считает нужным, чтобы Совет присудил Грузии статус страны-кандидата при условии, что она проведет определенные реформы, заявила фон дер Ляйен. Выполнение определенных условий ЕС потребовало Тбилиси еще в июне 2022 года, когда, в отличие от Молдовы и Украины, Грузии было отказано в кандидатском статусе. Тогда Грузии рекомендовали исполнить 12 обязательств, в том числе осуществить деполяризацию, деолигархизацию, судебную реформу и провести честные выборы, хотя за срок в почти 1,5 года Тбилиси сумел полностью выполнить лишь 3 условия из 12. В этот раз Еврокомиссия потребовала от Грузии выполнения еще и новых условий. Это, цитата, «борьба с дезинформацией и манипулированием иностранной информации о Евросоюзе и европейских ценностях, а также соблюдение Грузии внешней политики и политики безопасности ЕС». Тут стоит также отметить, что рекомендация Еврокомиссии является важным фактором в процессе получения статуса страны-кандидата, но она не является обязательной к исполнению. Окончательное решение по статусу Грузии будет принято 27 странами-членами ЕС в декабре. В свою очередь, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили назвал события, цитата, «историческими», поздравил грузинский народ и поблагодарил членов своей команды, предпринявших усилия для продвижения Грузии на пути, цитата, «евроинтеграции», а также ЕС и США за их поддержку. Перечисляя людей, благодаря которым Грузия смогла достичь прогресса, Гарибашвили упомянул и основателя партии «Грузинская мечта» миллиардера Видзину Иванишвили, которого оппоненты считают теневым правителем Грузии, хотя он 2 года назад заявил об уходе из политики. В своем выступлении грузинский премьер подчеркнул, что страна продолжит курс на полноценное членство в Евросоюз. В прошлом году мы были очень разочарованы, так как Грузия не получила кандидатский статус, но сегодня мы испытываем гордость. Я верю, что в декабре нашей стране будет присвоен кандидатский статус, и сегодняшнее решение будет официально оформлено. Можно сказать, страна окажется в другой реальности. На пути евроинтеграции это бесспорно огромный шаг вперед, заявил Гарибашвили на специальном брифинге. В свою очередь, грузинскую оппозицию явно раздражает желание власти обрисовать все происходящее как их собственное достижение. Представители оппозиции утверждают, что рекомендация Еврокомиссии является реакцией Брюсселя на прозападный настрой грузинского народа, который неоднократно демонстрировал свои, цитата, «прозападные симпатии», в том числе путем масштабного протеста в марте против принятия закона об иноагентах. Достаточно претенциозное заявление сделали в партии экс-президента Грузии Саакашвили. Цитата: «Народ Грузии победил российскую мечту и российского олигарха Бидзину Иванишвили в первом раунде. Несмотря на их саботаж, победила твердая воля грузинского народа и желание Европы не допустить того, чтобы Грузия стала российской губернией», заявили в партии «Единое национальное движение», которое обвиняет правящую партию в пророссийской направленности и называют ее российской мечтой вместо грузинская мечта. В нашей сегодняшней передаче обсудить эти вопросы мы пригласили политолога Беслана Хакба.
Приветствуем вас, Беслан Алексеевич. Первая новость, которую мы хотели бы с вами обсудить, это вот эйфория, связанная с тем, что Еврокомиссия якобы рекомендовала Грузию на членство в Евросоюз, хотя я думаю, что мы все понимаем, что это далеко не принятие решения, что будет заседание Совета из 27 стран, это будет ожидаться в декабре. Но там говорят только о такой вот положительной части, все поздравляют друг друга, оппозиция считает, что это их достижение, правительство считает, что это их достижение. А что за всем этим, вот какая есть подоплека за всем этим? Например, мало кто говорит об условиях, которые были поставлены. Можете ли вы... Надо иметь в виду, что все-таки речь идет не о членстве в Европейском Союзе, а речь идет о кандидате, о кандидатах вот, для вступления в Европейский Союз. Я вам напомню, что есть кандидаты, которые десятилетиями ждут своего вступления, скажем так, в Европейский Союз. Например, такая страна, как Турция, с 1999 года, представьте себе, 24 года является кандидатом для вступления в Европейский Союз. Понимаете, кандидат – это такое, знаете, тестирование стран, которые якобы будут проходить некоторые процедуры, необходимые для полноценного вступления в Европейский Союз. Но для этого потребуется время. А чтобы получить кандидат, вот этот долгожданный для Грузии, Молдавии и Украины, необходимо некоторые правила соблюдать. Во-первых, и рекомендации Европейского Союза. Например, в последние годы для Грузии, Украины, Молдовы, особенно для Грузии, говорили, что права человека, права меньшинств, национальных меньшинств, между прочим, в последнее вот время, вот буквально месяцы, была такая рекомендация, что получить кандидатство в Европейский Союз необходимо координировать свою внешнюю политику Грузии с Европейским Союзом. То есть, если Европейский Союз ввело, например, скажем, для России санкции, и Грузия должна ввести санкции против Российской Федерации. Понимаете, там очень такая сложная процедура. Но учитывая все-таки то, что происходит вокруг России, вокруг вообще в мире, что происходит, вполне возможно, что такой кандидат, вот такое звание кандидата в Европейский Союз Грузия, Молдова и Украина получит. Но все вопросы, я еще раз повторяю, не решены. Потому что там могут вопросы, есть даже страны, например, некоторые страны, которые, члены Европейского Союза, которым не нравится решение вопроса вступления Украины, учитывая сложные отношения, война, специальная военная операция. Какие, например? Например, что все-таки, понимаете, каким будет выглядеть Украина, никто не знает. Территория имеется в виду. Государство сохранится или нет, никто не знает. Какая форма государственности, когда закончится специальная военная операция. Некоторые западные лидеры уже начинают отмечать, что все-таки некоторую часть своей территорию Украина потеряла. Она никогда не вернет. Но если война будет продолжаться, понимаете, она будет терять еще больше своей территории. Как она будет выглядеть, когда вопрос станет, если встанет, конечно, о вступлении в Европейский Союз. Понимаете, вот такие вопросы, которые необходимо решить. И есть некоторые страны, которые не нравятся вот такое, знаете, такое скоропаление, такие отношения к вопросу членства в Европейский Союз, учитывая, что все-таки после вступления прибалтийских стран 3 бывшие республики Советского Союза вопрос встал о членстве в Европейский Союз. А для этого некоторые европейские страны действительно жестко ставят вопрос вот для этих стран. Это права человека, права меньшинств. А отвечают ли эти страны, разделяют ли европейские ценности? Понимаете, учитывая, такую политику проводит вообще Европейский Союз по отношению к некоторым бывшим странам Советского Союза, вряд ли вообще в современной истории произойдет полноценное вступление этих стран в Европейский Союз. Потому что, я еще раз повторю, очень много проблем, которые возникли между Турцией и Европейским Союзом. Хотя Турция подчеркивает, что все вот правила, которые были предъявлены Турции, она выполнена. Так в чем вот тут загвоздка? Почему, например, Турция так долго ждет? Турция, по-моему, вообще потеряла всяческие вот, знаете, надежды, что она когда-либо вступит в Европейский Союз. Там много проблем, связано и с отношениями, вот, как они называют, национальными меньшинствами. Это, например, вопрос курдский. Вопрос, который необходимо разрешить между Грецией и Турцией из-за Кипра. А права человека, свобода совести, свобода печати и так далее, и так далее. И Эрдоган в последние годы прямо заявляет, что мы потеряли всяческий шанс, что мы когда-либо вообще вступим в Европейский Союз. Вы видите, вот такие вопросы, это, знаете, вот это экзамен очень тяжелый, некоторые вопросы, которые поднимает Европейский Союз, вряд ли в ближайшие годы и Грузия решит, и вряд ли и Украина решит, и Молдова. Но кандидатство могут они получить. Но
полноценное вступление придется ждать, наверное, десятилетия. А что дает это кандидатство? Чему они так радуются? Они Если это даже не радуются, членство? это как бы такой серьезный такой шаг для европейской интеграции своей страны, Грузии в данном случае, да, вот, а если они вступят, вот они получат вот этот билет кандидатский, да, вот такой, и они вполне возможно, это как бы серьезный шаг для полноценного вступления. Вот что, вот мы уже говорили, вот Грузия станет европейской страной, вот будет еще один шаг надо будет сделать, и мы европейская страна. Понимаете, я не верю, что в ближайшие десятилетия Грузия станет членом Европейского Союза, учитывая сложные отношения и с Абхазией, например, и с Южной Осетией, и с Россией. Да, и, кстати говоря, это еще, мне кажется, просто такой предмет серьезной манипуляции внутри общества, борьбы политической внутри общества, потому что кто проевропейский, кто пророссийский, они выясняют отношения. Этот контекст тоже, мне кажется, существует. Совершенно правильно. В будущем году в Грузии будут проходить выборы, парламентские выборы. И, наверное, сейчас идет борьба между оппозиционными силами и правящей партией, кто же вообще, что сделал для вот, получения вот этого билета кандидатского для вступления в Европейский Союз. Например, оппозиционные силы говорят, что это вообще-то наша заслуга, что раньше мы много поработали, и вот на нас обратили внимание. Нынешняя правящая партия говорит, что нет, это наша заслуга, вот буквально осталось несколько месяцев, и вопрос будет решен. Понимаете, это все-таки происходит в контексте внутри грузинской политической борьбы за власть. А вот что им даст это кандидатство, это покажет вообще история, во что это выльется. Да. Еще интересен тот момент, что когда Саломе Зурабишвили поздравляла народ с Грузией после вот того, как фон дер Ляйен объявила об этом, что она также упомянула так называемые оккупированные территории, поздравила их, и что, хотя, по-моему, как раз-таки это нерешенные эти вопросы, как они их рассматривают в самой Грузии, это как раз тоже большой камень преткновения на пути в Европу, да, вот как это. Вообще-то, знаете, раньше Европейский Союз до распада СССР для вступления вообще в полноценное вступление, да, вот чтобы стать вот полноценным членом Европейского Союза, жестко ставили вопрос по отношению к межнациональным меньшинствам, потому что страна, которая вступает в Европейский Союз, не должна иметь территориальных проблем внутри страны. Это такое жесткое требование было. Но учитывая, что все-таки, знаете, вот в контексте военных действий, которые происходят между Россией и Украиной, они хотят ускорить, тем самым хотят продемонстрировать европейские политики, что вот мы возьмем эти страны вот в наше сообщество, и тем самым, может быть, вот как бы предъявит России, что все-таки, вот знаете, наша политика имеет успех. Но все-таки надо иметь в виду, что, знаете, когда начинаются вообще вопросы внутри территориальной проблемы, это всегда болезненно отражается на деятельности вообще Европейского Союза, потому что внутри очень много проблем, до сих пор, которые не решены. Кстати, например, ярчайший пример – это Сербия. Сербия, понимаете, вот жестко перед Сербией поставлен вопрос, что они должны отказаться от Косово. Правительство Сербии говорит, что нет, мы никогда не откажемся, мы никогда не признаем Косово. И потому Сербию не принимает Европейский Союз. Хотя вот сейчас у них тоже должны быть выборы. Если оппозиционные силы выиграют, вполне возможно, что какие-то изменения во внешней политике Сербии произойдут. Хорошо, Беслан Алексеевич, хотела бы немного в другое русло направить наш разговор. На прошлой неделе был также общественный совет при Министерстве иностранных дел Абхазии, и там обсуждали несколько разных вопросов, в том числе официальный визит делегации правительственной в Беларусь. И там вот была такая сказана фраза о том, что отношения Грузии и Беларуси находятся на понижательной траектории. Вот как вы расшифруете это? Мне было бы интересно знать. Вы знаете, между Беларусью и Грузией я не скажу, что они на подъеме вообще-то отношения. Здесь, между прочим, политика Беларуси, если такое есть, да, происходит по отношению к Абхазии, допустим, да, и по отношению к Южной Осетии, здесь ни при чем. Потому что все-таки Белоруссия является союзником Российской Федерации. Вот даже в специальной военной операции Лукашенко, президент Беларуси, всячески поддерживает и Россию. Вот в связи с этим произошло некоторое похолодание. Но это не значит, что какие-то изменения коренные, фундаментальные по отношению к Абхазии со стороны политического руководства Беларуси произойдут. Я не верю, честно говоря, что в ближайшие годы Беларусь признает, например, Абхазию и Южную Осетию суверенными странами. Потому что, во-первых, это, как они объясняют, пока не сложилось время,
условия не сложились, это первое. Второе, они все-таки не хотят, вот, знаете, терять Грузию в плане вот, своей внешней политики. И так она очень ограничена. В плане, вот, чтобы еще раз не усугубить санкции со стороны Европейского Союза. Это два. И, понимаете, вот такое отношение все-таки к Абхазии и Южной Осетии еще будет сохраняться некоторое время. И потому мы должны быть вообще-то спокойно вот к этому относиться. Что касается связи с Белоруссией, это необходимо вообще-то приветствовать всегда. Тем более такая политика, если в мировой практике такое существует, страны, которые не признаны, они полноценно сотрудничают со многими странами. Тем более вот в наше время, кстати говоря. И много примеров, которые я мог бы привести, знаете, в мире. Ну, ярчайший такой пример, если хотите, давайте Тайвань, да, одна из самых развитых в мире стран, которая признана 6 странами всего лишь. И некоторые страны, между прочим, мы до сих пор не знаем, что это за страны и так далее, и так далее. Понимаете, здесь надо все-таки иметь в виду, какая политическая, геополитическая конъюнктура в мире сложилась. Это явно не в пользу признания Абхазии и Южной Осетии, расширения признания, я имею в виду. И со стороны Беларуси тоже. Мы часто понимаем этот вопрос. Мы говорим, что когда же Беларусь признает, когда Лукашенко признает, вряд ли в ближайшее время это произойдет. Мы здесь, в Абхазии, болезненно не должны к этому относиться. То есть имеете ли вы в виду, что признание, возможно, в ближайшем времени не стоит ожидать, но отношения будут улучшаться? Это, если воля будет проявлена со стороны политического руководства Беларуси, это можно, и такие вопросы решаются в мире. В политической практике это настолько, вот, знаете, имеет место по отношению ко многим частично признанным, это первое, и вообще непризнанным образованием, государственным образованием. Ярчайший пример, вот то, что происходит между Израилем и Палестиной, я вам напомню, что Палестина не все стороны еще признали. Вот потому, хотя с ними поддерживать связь, они их даже во многие деятельности международной организации пытаются Палестину включить. Хотя вот то, что произошло, вряд ли в ближайшие годы, вообще, знаете, еще как будет развиваться, мы не знаем. Но имейте в виду, что таких образований очень много. Вот, понимаете, вот я да, еще один пример вам приведу. Турецкая республика Кипр. Понимаете, это республика, живущая полноценно за счет Турецкой республики. Не обращая внимания, между прочим, на нормы международного права, я имею в виду Турции и так далее, она развивает экономические связи и политические связи и требует, чтобы другие страны эту страну признали. Понимаете, здесь должна быть проявлена воля политическая. Пока тихо в этом отношении себя ведет Беларусь. Мы, какие соображения у них, мы не знаем. Но если такая политика ведется, мы должны, во-первых, спокойно отнестись и ждать. А еще на этой встрече говорилось о перспективе развития абхазо-палестинских отношений. Вот тут что бы вы могли сказать? Ой, Палестина сейчас в таком состоянии, знаете, вот, честно говоря, не до Абхазии будет, в ближайшие десятилетия даже. Потому что то, что произошло с Палестиной, тем более вот с сектором Газа, знаете, это настолько отразится на миропорядок, на геополитическую ситуацию во всем мире, тем более говорит о каких-то связях. Знаете, вот если какая-то делегация приехала из Палестины, или вообще из любой страны, это не значит, что мы получим полноценное какое-то признание. Эти связи пусть будут проложены, это хорошо. Мы какие-то связи, мы в конце концов какую-то практику мы проведем. Но понимаете, со стороны Палестины это такие вопросы необходимо решить. Знаете, в ближайшие десятилетия говорят, что вообще вопрос встал о сохранении такого государства. Понимаете, мы не знаем, чем завершится эта война, которая началась. Вот эта война на Ближнем Востоке. Там вовлечены в этот конфликт такие крупные державы. И ни одна страна не знает, как с этим быть. И потому говорит о том, что какие-то связи будут налажены с организацией освобождения Палестины, и какая-то делегация приедет, и все пойдет у нас хорошо. Давайте, знаете, вот знаете, вы в конце вообще, что по этому поводу хотел сказать. У нас в Абхазии очень много говорят о признании, очень много говорят. Уже, знаете, это не самое главное, которое стоит перед Абхазией сегодня. Ну что, одна страна. Вот если бы, я думаю, что Россия захотела бы, какие-то страны в Африке, например, появились бы, которые бы признали Абхазию. Никаких последствий для Абхазии не будет иметь. Украина полноценно состояла в Организации Объединенных Наций, во всех международных. Говорит, что это будет самая успешная страна в Европе. А вот это случилось. Вот видите, это страна, которая не состоялась. Абхазия должна состояться внутренне здесь у себя, обустроить свою страну, предъявить мировому сообществу требования, вот, показать себя, что мы государственно состоятельны, если мы эти вопросы решим, когда-нибудь, я не знаю, сколько пройдет, 5, 10, 50 лет, Абхазию признают и другие страны. Но самое главное, мы должны
предъявит образцово себя повести по отношению к Российской Федерации, учитывая фактор России в судьбе Абхазии. Этого мы никогда не должны забывать. Понятно. Беслан Алексеевич, спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.